Москва только что, пусть говорят, в этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, которых невозможно молчать. Михаил и Елена Кострикины из города Ефремов Тульской области за последний месяц стали самой обсуждаемой семейной парой страны. Тест ДНК помог обманутому мужу доказать на нашей программе, что жена нагуляла этого ребенка. Итак, Михаил, ваше отцовство исключено. Пришлось провести еще 3 теста ДНК, чтобы выяснить, кто настоящий отец маленького Димы. И результат экспертизы шокировал зрителей. Саид, вероятность вашего отцовства 99,4. Счастливый Саид признался, что в 42 года он впервые стал отцом. Нет, все будет нормально, все будет отлично. Но оказалось, не все тайны были раскрыты на нашей прошлой программе. Родственники Саида из Таджикистана, которые разыскивают его вот уже 10 лет. Они приехали в Москву после того, как увидели Саида по телевизору и готовы раскрыть тайну, почему Саид не может жениться на Лене и быть отцом ее ребенка. Первая любовь с продолжением. Тема нашего эфира сегодня. И Саид снова в нашей студии. Добрый вечер. Итак, прошло 2 недели с тех пор, как здесь вскрыли конверт с результатами ДНК. Как изменилась твоя жизнь за это время, скажи? Чего, Андрей, все нормально, у нас все хорошо. С Ленкой у нас все отлично. Ну, давай посмотрим, как развивались ваши события, да, и как на первой программе она говорила, что вообще не знает, кто ты такой. Внимание. Она открыла дверь и вышел оттуда не русский совершенно человек. Нет, не голый, он был одетый женщиной. Он оказался Саид, не русский. Расскажите, пожалуйста, вашу историю с Саидом. Что это за мужчина был? Саид, кто такой? А при чем тут Саид? Ну, был Саид или не было? Не было такого. Не было Саида? На свадьбе вы с ним жили, честно, на Нет, свадьбе? мы не жили. То есть вы его не знаете? Нет, я его не знаю. Саид, а вы хотите пожениться? Ну, я с ней, конечно, я люблю ее и... А детей вы еще хотите иметь? Готово. А детей еще хотите совместных иметь? Ну, если она захочет, почему А нет? вы? Я, конечно, хочу. Вы хотите? Давайте посмотрим, как вы радовались и говорили еще до начала второй программы, до вскрытия конвертов, что вы всегда рады и всегда мечтали о сыне. Внимание. Если мой ребенок, если показывает, что мой ребенок, я клянусь Богом, я на руках буду носить, потому что я люблю детей, у меня до сих пор нет детей, своего нет. Если клянусь Богом, если показывает, что мой ребенок... Можно тогда для надежности еще один возьму, что ли? Давай. Но все тогда в студии, когда вскрывали конверты, скажем так, не предполагали, что вы отец ребенка, потому что ребенок не похож на вас, да? А похож на кого из вашей семьи? Вот. Чувство у меня было, Андрей. Чувство у меня, когда из роддома, я из Тули уже забрали ее, когда родила на Туле. Я забрала ребенку до машину, я уже чувство оттуда, у меня это чувство было. А ты забирал ребенка? Конечно. Ты был в роддоме, и ты забирал малыша. Ну, давайте вспомним тот момент, когда на эфире вам говорят, что вы отец. Внимание. Итак, 3-й претендент. Возможный человек, которого Михаил видел выходящим из квартиры Лены, что вызвало его ревность. Саид, ваш результат. Вероятность вашего отцовства 99,4. Саид, вы отец. Имею 2 детей. Да что кидаешься? Нет, все будет нормально, все будет отлично. Видишь, ты мне не верила, ты что делала? Мне кажется, для вас, вот для человека, который в 42 года становится впервые отцом, это настоящее счастье, вот, да, почувствовать, что наука подтверждает, и это ваша кровиночка, ваше продолжение, да, и этот малыш вырастет в лучших условиях, скажем так, чем, может быть, росли вы или мама ребенка.
Или я сам придумываю эти эмоции, а вы чувствуете по-другому? Я ничего не чувствую, я чувствую, что раз ребенок... Саид, а он к вам как-то обращается, папой называет? Димка, я имею в виду. Димка, да, сейчас уже папа называет. Папой да, называет. Папа, да. Старший-то вас папой звал. Ну, старший, хотя да, Лена и отказывала, что вас старший знает, до сих пор, но да, старший вас Старший называл. до сих пор меня уважает и папа называет. Саид, да. а вы знакомы, сколько? 6 лет, да? 7 лет мы вместе жили, 7 лет. А, все, спасибо тебе, спасибо. Саид, скажи, 7 лет. И пожалуйста, сегодня у него есть идея. Саид сегодня пришел на эту программу не просто так, но для того, чтобы он... все, что он задумал здесь в студии, свершилось, мы должны пригласить сюда Лену. Она тоже приехала. Встречаем Лену. Здравствуйте. Здрасте, Лен. Ну, расскажи нам, как изменилась твоя жизнь после того, что Саид официально теперь отец ребенка. Ты Я такая очень счастливая какая-то, прямо такая, знаешь, Цветет. успокоенная, я бы сказал. Да, я очень счастлива с этим человеком, я его очень люблю. Его сын любит, он его называет папой. Мы вместе счастливы. Я очень счастлива с ним. Очень приятно слышать, Лен. Ну, правда, ты сейчас очень приятно. Но, Лен, ты сейчас заходила, да? Я вот вспоминаю первую программу. Ты, в принципе, ну, настолько красивая походка, да? И когда первый раз ты заходила, да, ты помнишь, что ты сделала, да? Да. Так, да? И вот сейчас у меня сердечко так заёкало. Ты сейчас так же заходила, я думаю, слушай, только не это. Но настолько Андрей подметил твои блестящие радостные глаза. Безумно приятно смотреть, правда? Насколько сейчас ты приятно. Ну, сейчас как? Вы живете вместе или Саид по-прежнему такой гостевой брак у вас? Нет, мы живем вместе. Угу. Вот. Планируем второго ребенка. Вау! Девочку. Здорово. Вот. Мы очень счастливы. Саид, а почему вы как-то вот грустно? Скажи мне, ты узнаешь Нет, я самый очень популярный таджик России? Я не знаю. Как его говорят, таджик Джимми. Мурат, привет. Здравствуйте, Андрей. Ну что скажешь своему земляку? Ну, У тебя что же русская жена? Ну, я скоро буду жениться. У меня тоже любимая жена Людмила зовут. Она, кажется, тоже ухаживает мне, так что скоро у нас октября будет свадьба, так что я рад, вот так. А вы когда планируете или вы пока еще не говорили про это? Ну, пока планируем. Пока планируете, пока Да. только так в размышлении. Ну, Саид, я знаю, что ты хочешь что-то Лене сказать сегодня. Ну, давай. Можно, да, Андрей? Конечно. То говори погромче, пожалуйста. Спасибо, Лен, за сына. Дмитрий Клоков, олимпийский чемпион у нас здесь в студии. Ты тоже не так давно сделал предложение своей любимой девушке в эфире, своей, правда, жене, ну, гражданской. Да, да. И переживаешь сейчас, я думаю, те же эмоции, что Саид и Лена. Да, я был практически в такой же ситуации, только вы знакомы или жили, знакомы 7 лет, да? А я прожил со своей женой уже 8 лет, но не сделал ей официального предложения, и поэтому вот, благодаря Первому каналу мне предоставили, я сделал ей предложение официально. Вот, Саид, я на самом деле смотрел сейчас, как ты сидел рядом с Леной, и когда она на тебя так смотрит, искренне радуется, каждый взгляд твой ловит, а ты на нее не смотрел. Я ждал, когда ты это сделаешь, для того, чтобы понять, как ты сейчас будешь себя вести, потому что я думал, что ты переживал, потому что когда я держал кольцо в кармане, да, и цветы там за диваном, я тоже переживал, поэтому как ты вообще сейчас расслабился уже? Просто она действительно прям сияет, так сидит, а ты немножко так пальцами. Лен, ну ты счастлива, я такой очень счастливый, счастлива. тебя не видел. Что он сказал тебе на ушко, это можно сказать или? Я тебя люблю. О. Ну ты, надеюсь, не ревнуешь или так все-таки? Нет, счастья вам по-человечески, удачи во всем. Рад. Рад. Рад за Лену. По-человечески.
Лен, ну у вас с Ну что, Михаилом давайте как бы обсудим. всё закончилось, Тогда, может быть, что? конец связи. Вместе с нашим таджиком Джимми вашу, может быть, какую-то большую такую свадьбу сделаем Лен, таджикскую? соглашайся, если Звездная. помогает, ты чё? Председатель Союза таджикистанцев России Абдулла Давлатов сегодня тоже в нашей студии. Поздравьте молодых. Ну, поздравляю, желаю счастья, дай Бог, чтобы все было у вас удачно, чтобы следующая передача не пришел, Михаил не сказал, что это ребенок мой. Дай Бог, чтобы вы жили счастливо. Одну секунду, здрасте. Здрасте. Вы кто, здрасте? Я жена. Я являюсь его супругой. Жена Саида? Да. Ага. Да, я являюсь его женой. Как его женой? Он не женат, он... А это что у вас в руках? Это шагат на мой язык. Свидетельство о браке. А вы в разводе, можно спросить? Свидетельство о браке. Вы в разводе? Можно спросить, официально в разводе? Саид, вы официально Нет, в разводе? официально мы не Валентина разведены. Ивановна спрашивает. 28 мая 93 года в Таджикистане свадьба. Сколько? Как? Секунду, То есть расскажите мне, а как получается, что он сегодня делает предложение Лене, а вы женаты? Может быть, еще и дети есть? Если он действительно этого желает, я не против. Но вы не против, но вы его официальная жена. Вы когда последний раз видели мужа? Последний раз? В 2005 году. В 2005 году? А с тех пор он что, не появляется и не звонит, не пишет? Нет. Не звонил, не писал. Присаживайтесь. А простите, дети есть у вас, уважаемая? У вас общие дети есть? Да, есть у нас дети общие. А сколько детей у вас? Трое детей. Трое детей. Слушайте, я думаю, такого шока давно не испытывали зрители Первого канала. Сейчас давайте мы сделаем короткую рекламу. Во время нее мы пытаемся разобраться и сразу после этого вернемся в студию. Вы смотрите «Пусть говорят». Первая любовь с продолжением. Тема эфира сегодня Лена Кострикина из города Ефремов Тульской области. Снова в нашей студии. В первой части программы отец ее ребенка Саид сделал ей предложение руки и сердца. Но неожиданно в студии появилась Шахзода, жена Саида из Таджикистана, которая не видела его 10 лет и приехала сюда, чтобы помешать этой свадьбе. Давайте посмотрим, как она жила все эти годы. Оказывается, у Саида 3 детей. Внимание! Пусть говорят, первый, последний. Когда мы увидели его по телевизору, не поверили своим глазам. 10 лет прошло с тех пор, как он уехал на заработки. Тогда он нам сказал, как только заработает на квартиру, вернется. После этого мы его больше не видели. Он не звонил и не писал. Вы не представляете, как нам было тяжело видеть, что у него новая семья, ребенок. Почему он признал его, от этих детей отказался? Они что, инвалиды или больные? Саид, посмотри на них, это твои дети. Они тебя любят и ждут. Все эти годы мы терпели унижение. Над детьми издевались в школе и говорили, что мы бедняки, что нас бросил родной отец, что мы живем в общежитии вчетвером в маленькой комнате. Когда мне это говорили, мне очень хотелось плакать. Но я все терпела и никому не показывала слез. А когда приходила домой, плакала, пока никто не видел. Потому что не хотела расстраивать маму. Саид, когда ты уезжал, ты знал о нашем бедственном положении. Детям нечего было кушать. Чтобы заработать на корку хлеба, я заваривала чай, и ребятишки ходили на базар и продавали его. Все показывали на них пальцем, но у нас не было другого выхода. И ты еще называешь этого Мишу тряпкой? Ты сам тряпка, ты не мужик. Ты оставил своих детей в нищете. А сколько
детям лет. Саид, Нет, одну секунду, Саид. Давайте как бы поймем. То вы говорите, это мой первый ребенок, я счастлив, готов типа воспитывать, то... Звонил даже, хотя бы позвонил. Скажи, пожалуйста, совместные дети мужа и жены, то есть это его дети? Да, это его дети, конечно. Нет, это я вас Подожди, так не нет признаю. или совместные? Что, это не твои дети? Не признаю, говорю, нет, нет. Что, она нагуляла этих детей? Это вообще бред, Андрей, все бред. Стойте, Саид, скажи, пожалуйста, уже третий раз, скажи, пожалуйста, дети совместные, сколько у вас детей там? у него дети. Это бред все это. Нет. Что бред? Это чьи дети у тебя на руках? Скажи, какой бред, скажи, встань, скажи, какой бред. Мне 90... Похожий ребенок этот и маленький ребенок, который от Елены, он похож вот на этого ребенка на руках. Ты практически коллега. Саид, ты ж мужик, ответь тогда как мужик. Твои дети, лично твои дети. Он тряпка, как он назвал этого. Саид, посмотри сюда. Твои дети, нет? Нет. Я не признаю. Обоснуй, почему не твои? Нет. Чьи дети-то? Вот честно говоря, Какой же ты мужчина после этого, Лена? Вот как же вот можно с этим человеком рядом сидеть, а? Это же жуть, это же ужас, это же амеба, это вообще полигамное животное. Лена, а может быть у вас было какое-то сомнение, раз вы 7 лет прожив рядом, все-таки не вышли за него замуж? Почему? Вот сейчас появляется такое ощущение, почему вы все-таки не поженились? Что-то чувствовали или что? Или вы знали, что у него есть семья? Ответьте, пожалуйста. Я не знала про его семью. Я когда с ним жила, я у него спрашивала много раз: Саид, у тебя есть дети? Если у тебя есть, скажи. Давай А вы мы с какого года вместе? Вот в 2005 году? 2005 года, А да. в 2005 году он был дома, да? Да, То он есть был приехал. дома. Жакзода, скажи мне, а почему сейчас он не признает этих детей? Что у вас произошло? Что он думает, что это не от него дети или что? Я этого не могу объяснить. Но до этого он же признавал этих детей? Конечно, они вот у них на фотографии даже видно, вот у нас эти метрики есть, на свидетельство о этом. А что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь. Ну то есть ты считаешь, это не твои дети, она все придумала? Мои дети, Андрей, если мои дети, ну все равно я... Все равно. Ну ты скажи, что она нагуляла детей. Скажи, мы ж тебя не пытаем. Скажи, что она нагуляла этих двоих детей. Ты можешь так сказать? Встань, скажи. Если Саид не может, то пусть посмотрит, как его мать переживает, потому что все эти годы не знает, где находится ее сын. Внимание на экран. Вот здесь родился мой сын Саид. Он у меня средний из сыновей, самый любимый. Здесь он рос, пошел в школу, также играл с детьми. Сюда же он привел жену, и здесь у него родилась первая дочь. Саид рос без отца, и денег всегда не хватало. Маленький он говорил мне, что никогда меня не оставит, будет всегда мне помогать. Обещал, что я никогда не буду знать нужды. Но 10 лет назад он уехал, ничего не сказал, куда едет, сказал только, чтобы его не искали. Но мы пытались его найти, потому что очень скучали и, как прежде, любили его. Совсем недавно ко мне прибежала соседка и сказала, что Саида показывают по телевизору в программе «Пусть говорят». Я плакала, когда увидела сына. Я целовала телевизор и молилась за то, что он жив. Ты сказал, у тебя матери вообще нет. Ты меня обманул, понимаешь? Я буду с тобой всю жизнь. Саид, ты обманул меня, понимаешь? Ты сказал, у тебя детей ради нету. тебя все готов, я все отказываюсь, я буду с тобой, потому что я тебя люблю. Я никого не любил, я тебя люблю. Все. Он плохо сделал, что завел там семью. Его семья здесь его жена и дети. Я не хочу признавать того ребенка и ту жену. Я их даже ни разу не видела. Я хочу, чтобы он вернулся в Таджикистан и жил с нами. У него здесь большая семья, и мы все его любим. Это сын старшего брата. Это племянница. Это его тетя. Это жена его брата. А это сестра Саида. Мы сильно переживали за брата. Целых 10 лет его не видели. Саид, мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты приехал к нам. Спасибо передаче «Пусть говорят» за то, что они помогли нам его найти. Скажи, это твоя мать или нет? Говори, это твоя мать или нет? Подонок, 10 лет ты пропал, о нее ничего
Паразит тебе на все, Давайте, вообще не жить. давайте сейчас успокоимся, женщины. Успокойтесь, успокойтесь. Тысячи километров преодолела эта женщина, чтобы обнять своего сына, которого 10 лет не видела. Мама Саида, Нагзигул Латыфовна. Встречаем ее. Как я тебя искала. Мама, я люблю эту женщину, я хочу жениться на ней. Я так тебя искала, я так соскучилась по тебе. Куда ты пропал? Почему же ты о своих детях не подумал? Дети любят тебя, дети ждут тебя. Нагзигул Латыфовна, скажите мне, пожалуйста, мне, почему... Мы даже не знаем, почему он отказывается, он от своих детей, у него же дети очень хорошие. Знаете, когда он приехал к нам жить, ему было всего 2 года, и мы соседство с ними живем. Я знаю, как он вырос на моих глазах, и как женился, как дети родились. Я все его знаю, от и до. Я не знаю, почему он отказывается от своих детей. Это даже ум. Даже слов нет никаких, чтобы... Скажите, я понимаю, как трудно сейчас маме, но что вы скажете? Мама сидит, умоляет, почему ты отказываешься от детей? Неужели, Сайдали, тебе не стыдно? У тебя даже зять есть. Потому что я этого человека никогда не любил и вообще мне не буду любить. Даже не любили, мы же не любили ее. Ты же сам приходил к нам домой и сказал, ты же звал моего отца, дедушка. Звал ты? Когда мать твоя сказала, что я не буду женить тебе на этой девушке, потому что я ее знаю здесь, ты сам подошел к моему отцу и сказал, дедушка, помогите, пожалуйста, чтобы моя мама разрешила, чтобы я женилась на Шахзода. Пожалуйста, ты умолял, я это была свидетельница, это чтобы ты это... Ты не говори так. Андрей, можно я скажу? Андрей, лет, когда у тебя дело в том, что, уважаемые, успокойтесь, пожалуйста. Дело в том, что, Андрей, с одной стороны, то, что Саид отказывается от детей, это очень большой грех. Не только для мусульманских, а для христианских людей. Так он Лене говорил, что мамы нет живых, понимаешь, в Лену, Кленоков. Это его беда, Это правда, Лена? Андрей, я другое хочу Отец с матерью сказать. меня Я не совершенно любят. другое хочу сказать. Человек отказывается от своей жены. Можно понять. Отказаться от мамы, от детей, это очень огромный грех. Поверьте мне. А вот эта жена, которая сидит, она пойдет навстречу ему, потому что у нее воспитание другое. Она сделает то, что скажет ей муж. А зачем вам грешить, Саид? Почему вы не признаете вот эту женщину, которая честно вам родила 3 детей, до сих пор вас ждет? Как вам не стыдно? Андрей, скажите мне, вы сейчас вот увидели, покажите еще раз нам вот этого маленького ребенка, Дима, который сын, ваш новый внук. Вы его признаете? Нет, я не признаю. Я не могу признать. А почему пусть она скажет? Это не мой внук. Почему У меня есть внуки свои, я не хочу признать этого ребенка как внука. Вы знаете, я не хочу вас обидеть где-то, но поймите правильно, вы грешите так же, как согрешил ваш сын. Почему вы не хотите признать этого ребенка? Причем дети? Лена с этим нелюдом Саидом, да? Вот нелюдем я его почему называю? Потому что в прошлый раз я после вот этого передачи я видел, как все побежали, его расцеловали, что Саид молодец, умница. А теперь то, что после того, что сейчас увидел, я его не могу по имени назвать, я его нелюдом только могу назвать. И вот эти... И это 2 сапоги пара, оба. Как Лена врала, так этот врет. Я надеюсь, что Российской Федерации такие люди не нужны, не дадут ему гражданство, раз. Второе,
Второе, я хочу сказать, что нас с детства учили, что ищите рай у ног матерей ваших. Если к матери такое отношение, что от него ожидать, что своих детей не признает? Насчет там документов, там все прочее. У нас так принято, что есть, у нас вот как и православные делают, как они там, обвенчание. Вот у нас вот это самое главное, бумаги второстепенные. То, что он сейчас говорит таким подлецом, не признает своих детей, это не виноваты его дети и его жена. А мама бедная почему говорит, что я не признаю? Конечно, она не видела еще этого ребенка. Она только что услышала. Смотрите, столько лет этот скотина ни разу не позвонил маме. Мне подсказывают, что мы сейчас должны сделать короткую рекламу. Далее в нашей программе «Дети Саида», от которых он публично отказался здесь. Найдет ли он в себе силы сказать это им в лицо? После рекламы не переключайтесь. Вы смотрите «Пусть говорят». Первая любовь с продолжением. Тема эфира сегодня. Лена Кострикина из города Ефремов Тульской области снова в центре внимания. В начале программы отец ее ребенка, биологический отец ее ребенка Саид, сделал ей предложение руки и сердца, но неожиданно в студии появилась его законная супруга Шахзода, которую он не видел 10 лет и которая пытается предотвратить этот брак. Мама Саида, про которую он говорил Лене, что она умерла и ее нет живых, тоже сегодня в этой студии. Но и дети Саида тоже сегодня прилетели на эту программу, от которых он публично отрекся в начале сегодняшнего эфира, сказав, что это не его чадо. Старшая дочь Саида выходила замуж без него. Саид, посмотрите, как прошла свадьба вашей старшей дочери. Внимание. Ну что, ваша старшая дочь, которую вы сегодня не признаете и отказываетесь от нее, приехала сюда вместе со своим супругом Мумтази, чтобы спросить, почему папа не повел ее к алтарю и чем он был занят. Встречаем Мунису. А встаньте вы, встаньте! Вот это воспитание, молодец. Успокойтесь. Вот это уважение дочери к отцу, что бы он ни сделал. И вот здесь должны быть аплодисменты, понимаете? Муниса, сколько вам было лет, когда папа уехал? Где-то 14 лет. 14 лет. В 5 классе учился. И с тех пор никаких известий от него не было? В 2011 году они нашли номер папы и звонили ее, сказали, чтобы какие ситуации у них. А он сказал, чтобы хорошо, я вам денег отправили, так и дали. И до сих пор номер не работает, отключен. И все, больше с этим никак не дозвонились, и даже никакого не было. Я понимаю, что ты, конечно, наверное, очень бы хотела, чтобы твой папа был на свадьбе и видел тебя красивую, счастливую. Да, конечно, я вплоть до свадьбы своей ждала папу. Мечтала, чтобы он участвовал на моей свадьбе. Естественно, я не хотел, чтобы моя свадьба и в целом моя жизнь проходила без моего отца. Я тоже жила, как другие девушки, в мечтах. У меня были свои планы.
Саид, это тоже не ваша дочь, вы хотите сказать? Вы говорили, что это не ваши дети, и вы не знаете, кто это такие. Скажи прямо, глаза оставь, ты не моя тихо. Ну, извините, Андрей, ну, мои дети, ну, я этому через... Нет, вы не любите жену. Нет, вы вообще только что 20 минут назад говорили мне, что это не мои дети, я их не знаю, она их нагуляла, и вообще я первый раз вижу здесь всех, мы развелись давно. Вот скажите ей в лицо, ты не моя дочь, да, я тебя не знаю, хочу услышать просто Она это. моя дочь. Какие-то должны быть ответственность за свои слова и поступки, да? Пошел нарожал, пошел бросил, пошел не отвечает, говорит, что хочет, ну... Ну, это мои поступки. Но ваши поступки, которые делают несчастными огромное количество людей. Поймите, если бы вы сами себя наказывали, никто бы к вам не предъявлял никаких претензий. Саид, у тебя вся жизнь впереди. Расставь все на свои места. У тебя впереди жизнь. У тебя впереди жизнь. Тогда объясни со своей старой семьей. Будем так, извини, что я говорю старой семье. Объяснись, расставь все на места. Понимаешь? Это тем более перед мамой. Объяснись. У тебя да подожди, сейчас она будет с новой. Тут ему, думаешь, дадут какие-то документы после всего увиденного? Леша. Сейчас его депортируют через 48 часов после эфира. Андрей. Скажи мне, у вас же по традициям папа должен вести тебя к алтарю. А кто вел тебя, если вот папы не было? Дядя участвовал вместо отца. Угу. Знаешь, Саид. Вот дядя. Знаешь, Саид. Брат Саида. Угу. Андрюша, можно? Вот, Саид, ты знаешь, я смотрю на тебя, и у меня вот прямо вот слезы в горле. Знаешь почему? Потому что очень многие люди за возможность увидеть человека близкого воевали, которые искали десятками лет близких людей, чтобы дотронуться к руке. Я не говорю уже о матери и не говорю о детях. Ты на всю планету сегодня дал пощечину, отказался от самых дорогих, самых кровных, родных. Ты перед не только людьми виноват, ты перед Богом виноват своим. И этому прощения мало где есть. Еще одна дочь Саида, которая была совсем маленькой, когда папа пропал. Мадина Шарипова тоже мечтает встретиться с отцом и тоже сегодня прилетела. Откажется ли от нее он? Встречаем Мадину. Перед матерью становись на колени, проси прощения. Человеческое что-то было. Лена, в этом случае я могу вам сказать, Леночка, послушайте, вы счастливый человек, посмотрите, сколько у вас родственников. Я знаю, что таджики нет. Ребят, не смейтесь, народ благоразумный. Уважаемые эксперты, пожалуйста, уважаемые гости, давайте... Вот что ты скажешь сегодня папе? Я видел и слышал, как ты рассказывала, как вам было тяжело, как вас дразнили в школе, как вы действительно ели картофельные очистки. Вот что ты ему скажешь сегодня, вот глядя на все, что ты сегодня здесь наблюдаешь? Училась в школе. Да, издевались одноклассники. Говорили, что вы растете без отца, у вас нет дома, вы живете в общежитиях. И я уже не могла дальше учиться в школе, по этой причине я после 9 класса оставила школу. И до сих пор были ожидания. Я своим глазам не поверила сначала, что это мой отец. А какие эмоции у тебя к его новой девушке, к новой женщине? И к ребенку, которого ты увидела? Естественно, я не признаю ни супругу его новую и ни ребенка. Ничего.
Хочу сказать, что у Саида 3 детей, как мы помним, и мальчик, который, конечно, тоже мечтает все эти годы увидеть отца, потому что последний раз он видел папу, когда ему было 3 года. Умидзом Шарипов тоже сегодня здесь. Что скажет он своему отцу? Встречаем Умидзома. Садись рядом со мной, сынок. Вот не хочется понять, Саид, скажи, почему ты врал? Почему честно не сказать, да, была семья, были дети, я не могу там больше жить, я уехал. Той же Елене. Объясни, я просто понять, мужские поступки когда-нибудь будут, нет у вас в головах? Или у вас только мужские поступки, когда вы к женщине двери открываете? Вы считаете это мужским поступком? А ответственность за детей? Ладно, вы жен не любите, вы на матерей плюете, извините за такие слова, но вы хотя бы по отношению к своим детям какую-то ответственность вообще где-то в каком-то месте вообще имеете или нет? Когда в кровать ложитесь и зачинаете детей, когда оставляете и бросаете женщину с 3 детьми, да вы у жены в ногах ноги целовать и воду пить должны. Вы знаете, меня волнует больше сейчас, на сегодняшний день. Саида нашли родственники. Мама нашла его, жена, дети. Я больше чем уверена, Саид уедет туда, к своим родственникам. А каково Лене дальше? Лена, как дальше-то жить? А почему почему этот вопрос как-то сейчас в стороне оставили? А как Лене с ребенком, с маленьким? Элисон, это совершенно правильный вопрос. Что будет с Леной? И Саид встретит своего родного брата, которого не видел 10 лет, который тоже живет в Москве. Все это сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Пусть говорят, первая любовь с продолжением темы эфира сегодня. Настоящий шок для нашей героини Елены Кострикиной, которая месяц назад узнала, что отец ее ребенка не ее супруг, а Саид, с которым она до этого прожила 7 лет. Саид сегодня сделал предложение Лене, она была самой счастливой еще 40 минут назад, но вдруг выяснилось, что у Саида есть жена, 3 детей и мама, которая жива, и про которую Саид все эти годы говорил Лене, что ее уже нет на белом свете. Сейчас в этой студии появится еще один человек, который разыскивает Саида. Это его родной брат, который тоже живет в Москве и мечтает посмотреть в глаза Саиду. Встречаем Фаруха. Ну как? Зачем бросаешься дети? Дети тебе что-то делают. Жена что-то, ладно, что-то жена видит, а дети тебе что делают? Ладно, подождите. А? Что жена виновата? Что? А дети при чем? Дети что виноваты? Виноваты я. Ну дети что откажешь тогда? Ну так получилось, Фарух. Так получилось. Мама что откажет? Мама святой. Мама святой. Я еще раз, Андрей, я хочу подчеркнуть что тебе достоинство жены Саида, которая на нацистском говорит: оставьте его в покое. Какая она благородная, достойная, хорошая женщина. Браво! Ну а ты вот, который был в одной лодке в первой части программы с Саидом, делая предложение в эфире, вот сейчас, глядя на все это, что скажешь? Да, я хотел Саиду сказать, что несмотря на то, как ты поступил, видно, что и дети, и брат, и друзья, все тебя на самом деле любят. И я тебе хочу сказать, что 100% это единственные люди, которые после этой программы будут тебя любить и уважать. Больше никто, я думаю, что из нормальных мужчин, из нормальных женщин с тобой общаться не будет, потому что ты поступил очень плохо. Вот, поэтому держись за них и будь с ними. Я сижу, у меня комок в горле, потому что действительно предать столько людей, которые так вас любили, так ждали и верили в то, что вы живы все-таки. Для вас вообще большой позор
Да, не любите вы эту женщину, не любите вы этих детей, да, но вы должны были их содержать. Вы не могли подвергнуть их такому позору, который они пережили. Они ведь ничего не сделали. Это маленькие существа были, которые нуждались в вашей поддержке. Вашу мать вы бросили без крова. Совершенно. Вы не помогали. Вы любимый сын. Не просто она сказала про вас, что вы сын ее, да, средний. Вы самый любимый ее сын. Это, не знаю, мне вот как матери, я сижу, и мне на самом деле страшно, что такие вообще истории существуют. Я очень рада за старшую дочь Саида, за то, что у нее такой достойный мужчина рядом. Я вас очень прошу, берегите ее, самое главное. И на самом деле, Елен, вот вы, наверное, в чем-то были не... искренне, в чем-то соврали, да, в начале. Вам вернулось это. Посмотрите просто, начните вашу жизнь с нового листа. Женщина должна быть честной, потому что вы учите ребенка, вы даете пример, подаете для своего подрастающего малыша. Он должен видеть искренность, понимаете, в отношениях. И достойного мужчину рядом. А не просто отца, который признал, и тут же оказалось, что у него целая семья брошенная абсолютно. Никому не нужная. Посмотрите просто в глаза этих людей, какое горе они испытали. Сколько позора они получили ни за что. Я про них вообще ничего не знала. Нет, я понимаю. Я говорю про то, что вы А вот просто что ты чувствуешь ты обратите сейчас? Я на понимаю, это для тебя вот сейчас огромный шок, не меньше, чем тогда, когда в конверт ДНК показал, что Миша не отец ребенка. Я просто не пойму, почему он до сих пор мне врал. Я ему говорила, то, что для меня, например, мать. Признались бы хотя У бы. тебя, у которой не было матери, которая всю жизнь мечтает ее, да, и иметь, я думаю, что чтобы ты не позвонила матери, да, Саида, и не поздравляла бы ее с праздниками, там, и просто бы там, устанавливала какие-то контакты, пусть даже нет денег на билет по телефону бы, смогла же что-то это сделать? Ну, конечно, я позвонила, даже сказала высылать деньги детям, помогай. Лена, а вы готовы признать семью Саида? Вот он не готов. Вы готовы? То есть вы знаете, что это его родственники? Но если они со мной в контакт войдут, пожалуйста. А что знакомые скажут? Скажите, вот вы сегодня здесь... Шокированы. Если он сказал на родную маму, что она умерла, ее нет, он мне показывал ее фотографию, и я просто в шоке. Я с ним вообще не здороваться, если он будет жить в нашем городе. Я тебя просто ненавижу. Все, не хочу ничего говорить. А главный вопрос сейчас, секунду, прости, Миша, ты скажи мне, как вообще на все это сегодня смотришь и представляешь... Я, конечно, шокирован, конечно, таким результатом. Вот. Миш, ну ты заварил кашу. Спасибо тебе, что семья нашлась. И от имени семьи, наверное, большое спасибо. Ну а вот сейчас, если он бросит и уедет обратно к себе на родину, ты будешь поддерживать Лену сейчас? Нет, нет. Зачем мне ее поддерживать? Мама-то будет поддерживать, как Ну да, крестная. мать будет помогать. Если... На прошлой передаче кричали, что им не нужна никакая помощь, они на пушечный выстрел не подпустят ни Мишу, ни Мишину маму, хоть она и крестная. Да, Кстати, Саид кричал. обещал выплатить алименты, Миша, он платил. Ну, Саид кричал полчаса назад, что это не его дети, а уже через 30 минут их признал. сказать, урод Поэтому моральный. все, что где говорит Саид, нужно делить просто на 30 и не верить этому человеку. Вопрос к уважаемому человеку, вот к вам. Вот я 100% уверен, что подойдет после эфира к вам Саид. Вы как уважаемый, мной даже, я вас знаю, уважаемый мной человек. Скажите, пожалуйста, что ему делать? Вот, знаете, если у человека каждый шаг на лжи и на вранье, что говори, не говори, это как об стенку горох, во-первых. Во-вторых, жена-то его вот из Таджикистана, которая приехала, она сама ответила на этот вопрос изначально. Мы ни на что не претендуем. Единственное, чтобы он хотя бы иногда общался со своей матерью, со своими детьми. Ты слышишь? Пусть, если Лена хочет жить вместе, слышишь? хотя бы со своей матерью, детьми пообщался. Остальное это... Вот он, еще один герой. Димка. Привет. Привет. Ну, может, ты покажешь матери ребенка, да, если... Мать, ты так поступил с моими внуками. Не надо ее осуждать. Это тоже твой внук. Немножко время нужно. Это тоже твой внук. Нет, он не является моей кровью. Как ты докажешь, что это твой сын?
Мы не верим в ДНК, мы не уверены, что это твой ребенок. Мы являемся твоими детьми. А что наша мать тебе сделала плохого? Говоря, его дочка правильно говорит, она говорит, все это твое поведение сейчас, все это ложь, да, это показуха. Вот это точно. Она говорит, что он сейчас это все делает не от... Ну, сердца нет у человека, души нет. Ну, мужского ничего нет. Вот он ты что скажешь своему земляку? Пока не стало, не сказали, Это передача видно. Я думал, это порядочный человек, это мой земляк. Оказывается, у него мама плачет, это грех будет. Это очень. Потому что грудное молоко дал его. Мама у него. Возраст. Сейчас мне мама нету. Я так, ну как мой мама возраст. Это позорный грех будет. Для именно вот это. Ну вы что ты скажешь? Вот ты друг здесь. Дайте ему время, чтобы он сам решит. Нет, а в чем виновата Лена и ее ребенок? Вот опять у нас становится... Не, ну а что значит пристала? А Лена будет воспитывать ребенка, или, может быть, вы ей поможете? Подождите, Лена пусть сама решает. Лена сказала, Но что она готова простить. Что твое сердце говорит? Ты готова... Секунду, Зал. Ты готова простить Саида и попробовать начать с ним жизнь с чистого листа? Да, я попробую. Лена, ты скажи мне вообще простить, а? Да, мать. Елена не отказывается от его Секунду. Слушает один вопрос. В течение 7 лет они жили вместе. Почему у них не появился ребенок, а в конце жизни, когда они расстались, и у них появился ребенок? В чем проблема-то? Почему до этого они не планировали? Андрей, тут опять на ДНК. Не, ну мы 2 раза делали ДНК-тест, и это его ребенок. Понимаешь, здесь... Мне кажется, уже все понятно, ему даже никаких советов не надо давать. Он однозначно останется с Еленой, я это вижу, потому что эти порядочные люди просто. Даже вот, я думаю, что супруга его даже и не пустит, не примет. У вас очень хорошая семья, она очень приличная. И пускать такого человека, нарушать вашу идиллию, вашу атмосферу, я вам не советую просто, правда. Пусть остается с Еленой, и дай бог им счастья. Пусть, может быть, у них что-то получится. Знаешь, маленький Димка еще ничего не понимает, и это самое лучшее. Я хочу тебе сказать, что у девчонок была мама. Тебе сложнее всего, потому что ты парень. Тебе, конечно, хочется мужского внимания. Но постарайся, когда ты вырастешь, не поступать как папа. Потому что ты видишь, сколько горя и несчастий может принести вот такая ложь. Поэтому постарайся простить и не делать так. И хочу сказать вам, что, конечно, ваше поведение, ваше отношение к всему происходящему вызывает, безусловно, огромное уважение. Потому что на сегодняшний день в современном мире немного случаев, когда жена, несмотря на то, как поступает ее муж, так уважительно относится к тому, что происходит. И спасибо вам за прекрасных детей, которых вы воспитали, несмотря на все трудности. Берегите себя и своих близких. До свидания.